Состоится ли конно-спортивный турнир «Терра Башкирия», к которому мы уже успели привыкнуть? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. И я представляю моего собеседника. Это Дамир Исеев, директор Центра компетенции коневодства и конного спорта Акбузат Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Дамир Русланович, я понимаю, что, может быть, мы немного спешим, но, тем не менее, уже интересно, будет ли турнир «Терра Башкирия» проводиться в следующем году? Да, обязательно будет. Турнир в 2021 году состоится. Мы сейчас продумываем форматы проведения этого турнира. У нас есть интересные идеи, чтобы все-таки сделать его, какие-то предварительные этапы провести в районах. Сейчас это все в стадии проработки. Я думаю, что мы в любом случае оповестим, расскажем, что это будет, какие изменения произойдут ли они. А так, в целом, у нас позитивный настрой. Мы готовимся к сезону 2021. Какая интересная идея проводить соревнования «Терра Башкирия» еще и в районах. Каким образом они будут организованы? Какие-то соревнования, зональные или нет? Ну, мы, да, думаю, что это будут зональные этапы, зональные турниры. То есть цель такая, чтобы, во-первых, немножко задействовать наши имеющиеся конно-спортивные комплексы, которые есть в республике, немножко упростить участие непосредственно участников, а также их лошадок, чтобы меньше было нагрузки на транспорт, да, и хотим, чтобы все-таки это было, привлекло еще большее количество зрителей на эти турниры. С районами уже успели поговорить на эту тему? Они готовы поддержать? Мы, в принципе, уже с осени, наверное, даже, может быть, с конца лета мы на эту тему уже разговариваем, общаемся. То есть есть какое-то понимание, как это должно быть. Сейчас просто, еще раз говорю, технический момент отрабатывается и вносятся конкретные предложения к нашему учредителю в лице Министерства сельского хозяйства. За 2 года совершили, ну если не переворот, то сделали очень многое для того, чтобы привести в порядок вот именно конный спорт в нашей республике. А что удалось сделать? А над чем еще есть поработать? Ну, работа еще есть еще что необходимо корректировать, это нормальное явление, естественно. Но я думаю, самое главное то, что мы смогли немножко сколыхнуть вообще в целом это направление, да, то есть, как бы, да, понятно, что всегда было много увлекающихся людей, но я думаю, что посредством проведения подобных мероприятий, участия наших спортсменов в международных турнирах, да, это все равно привлекает такой положительное внимание к этому направлению, к этой отрасли в целом. И мы видим то количество людей, которые к нам обращаются, то количество людей, которые к нам приходят, несмотря там на меры ограничения и так далее, да, то есть все равно это здорово, все-таки это делается в первую очередь для нас, для нашей молодежи. Мы надеемся, что все-таки суть такова, что мы даже такой для себя анализ проводили, что пусть даже из 10 участников один из них свяжет свою судьбу в целом не с коневодством, а в целом с сектором агропромышленного комплекса, это уже будет хороший результат. Это такой некий кадровая подготовка для нашего кадрового резерва Министерства сельского хозяйства. Но почему я задаю этот вопрос именно и башкирская лошадь? Для чего? Турнир же «Терра Башкирия» проводится и для того, чтобы сохранить эту породу, чтобы ее популяризировать, чтобы ее, в конце концов, она обрела официальный статус. И удается ли это сделать в районах? Потому что определение башкирской породы, башкирской лошади, как правило, очень разнятся. В одном районе она должна быть там с пятнами, в другом районе еще какие-то особенности, круп другой, да, и прочее. Вот удается привести к одному общему знаменателю? Да, безусловно. Во-первых, стандарты они были. Мы о них просто еще раз как бы громко всем рассказали, довели. И я думаю, сейчас уже все меньше и меньше споров. Сейчас просто есть понимание того, что кому-то что-то нужно подкорректировать в плане документов. Этим люди занимаются. Мы со своей стороны, как Центр компетенции по коневодству, оказываем всяческую практическую помощь, консультативную помощь, направляем своих специалистов по необходимости. Здесь ведем такую в тесном и полном контакте с владельцами лошадей, а также с людьми, которые хотят только прийти и познакомиться вообще в целом с этой отраслью и с этим направлением. Ну вот была такая проблема, когда проводились первые скачки, не хватало лошадей башкирской породы, да, допускали на соревнования лошадей рабочих и прочее. Как сейчас решается этот вопрос? Появились вообще, вот хозяйства начинают как-то вот двигаться в этом вопросе? Есть. Я думаю, что в принципе посмотреть, если на статистику Министерства сельского хозяйства, то это как бы будет понятно, цифры вещь упрямая, и они как раз свидетельствуют о том, что интерес к этому имеет место на сегодняшний день, он только увеличивается. Вот. Со своей стороны хотелось бы отметить, что сейчас
Если на тот момент мы специально шли на некие такие уловки, ухищрения для того, чтобы дать возможность всем желающим принять участие в этом турнире, и планово говорили, что, ребят, со временем правила будут немножко ужесточаться, чтобы мы все-таки формировали скачки терра-башкирии именно из лошадей башкирской породы. К этому, я думаю, мы в 2021 году придем. Какие требования будут более строгими в предстоящем году? Ну, к участникам непосредственно требования, я не скажу, что там кардинально как-то изменится, они, наверное, в пределах останутся того, что было в этом году, да, то есть, может быть, там по возрастному цензу будет ограничение незначительное и там по весовым каким-то критериям. А что касается непосредственно лошадей, то наличие, наверное, документов, подтверждающих пород, да, это, наверное, требование будет введено с 2021 года. Но паспорт это же дорогое удовольствие. Я думаю, что, в принципе, те меры, так сказать, поддержки, которые мы оказываем посредством розыгрыша просто денежных призов, это все-таки как-то простимулирует владельцев для того, чтобы все-таки привести на турнир лошадь, которая будет соответствовать всем тем требованиям, которые у нас прописаны в положении о проведении турнира, и это все зарегламентировано. Вы уже говорили о том, что вы делаете ставку не только на лошадей, да, но еще и на жокеев. Вы хотите развивать и это направление. Причем, ну вот давайте вспомним о тех героях, которые у нас были в минувшем сезоне. Это Айгуль Муратова из Чешминского района, и из Иглинского района Марсель Ахмадеев. Да, вот такие молодые таланты, которые выступали на этих соревнованиях. Вот это направление, как вы будете поддерживать, как вы будете его развивать? И действительно ли, имеет ли эта мысль свое место? Да, безусловно. Знаете, вот на финале Терра Башкирия 2020, да, назовем, мы как раз увидели, что на момент награждения мы видели молодежь. Это вот то, к чему мы хотели прийти, и, слава богу, у нас это получилось. Мы увидели ребят, которые с таким огнем в глазах, да, во взгляде, с удовольствием приняли участие, боролись, да, сильнейшие победили. И я надеюсь, эта тенденция она сохранится, она в принципе и призвана для того, чтобы цель турнира заключается вот именно в этом. И мы хотим как раз все-таки, чтобы у нас и в профессиональное направление этой отрасли тоже подтянулось, да, то есть как бы у нас есть действительно хорошая школа наездников, жокеев, есть определенные хорошие традиции в Башкирии в целом, еще там с советских времен, то есть все это как бы имеет место быть, хочется, чтобы все-таки это развивалось, прогрессировало, потому что в принципе есть в планах принимать участие и в международных турнирах, мы это делали в прошлом году, в этом году пандемия немного помешала нам принять участие, но это объективные обстоятельства, да, я думаю, что в 2021 году при возможности мы это возобновим, будем сотрудничать, будем приглашать сюда иностранные государства принимать участие в наших этапах. Есть интерес, есть предварительные переговоры с участниками, организаторами других стран, поэтому будем все это дело двигать. Что касается, при этом еще и соревнования среди любителей сознательно миксовали с профессиональными скачками. Да, ну здесь ситуация такая, что хотели показать, что каждый любитель, как в моем понимании, да, и вообще, я думаю, это норма, да, то есть он всегда стремится стать лучшим, достигнуть там профессиональных каких-то успехов. И мы здесь в рамках турнира как раз миксовали таким вот образом, чтобы любой мальчишка, который только вот первый раз приехал на какое-то крупное такое мероприятие, он сразу мог увидеть, как выступают профессионалы, в чем отличие, познакомиться элементарно, увидеть технику, увидеть все это дело не по телевизору или там в телефоне, да, а именно вживую. Это как бы здорово, я думаю, это подстегнет. И исходя из тех разговоров, которые у нас были в ходе нашего финала, мы видели, что ребята хотят, мы хотим стать профессионалами, мы хотим выступать вот как вот ребята были в рамках скачек и так далее. Вот, это здорово. Ну и один из примеров это Вадим Салимханов, человек, по-моему, родом из Дюртюлинского района. Да, совершенно верно. И который очень неплохо выступил в минувшем сезоне. Да, совершенно верно. Мы привезли, он стал чемпионом этапа, не чемпионом, получается, чемпионата стран Средиземно-Черных морей, да, то есть как это включало в себя много этапов. Мы максимально постарались во всех этапах принять участие, и вот по сумме очков он стал чемпионом, победителем, привез это, прославил нашу республику, в целом Россию, страну нашу, да, на международной арене. Вы при этом еще и развиваете не только вот любителей, скачки, да, но еще и отдаете должное олимпийским дисциплинам. Для этого вернули в республику Ольгу Данилову, это мастер спорта международного класса, и открыли школу имени Ольги Даниловой. Получается развивать это направление?
Да, сейчас в данный момент у нас, опять же, при поддержке нашего правительства ведется капитальный ремонт как непосредственно сооружений ипподрома, так и в целом конноспортивного манежа. И я думаю, уже отремонтированный манеж будет соответствовать определенным требованиям, стандартам, и мы сможем встретить и принимать у себя разных людей, как любителей, так просто желающих прийти попробовать первый раз сесть на лошадь, да, то есть как бы, и, соответственно, те, кто непосредственно занимается в спортивных секциях, и я думаю, что это тоже даст такой положительный импульс со временем на в целом спортивных показателях. Была еще одна интересная идея развивать конный спорт в таком направлении, как запрячь башкирскую лошадь в коляске. Это вы подглядели, по-моему, у финских коллег, если не ошибаюсь. Да, совершенно верно. Действительно, финны довольно-таки недавно сама страна начала заниматься именно вот ипподромной индустрией. Если не ошибаюсь, это все с середины 60-х годов прошлого века, то есть относительно там 60 лет прошло, но они достигли громадных результатов, несмотря на маленькую площадь страны и небольшое население, да, сравнимо, допустим, с площадью и населением республики. У них порядка 40 ипподромов. Представляете, то есть как бы это такой семейный досуг, когда приходят люди с семьями, с детьми, проводят время, и это в первую очередь это приучает, наверное, молодежь, детей в молодых семьях и вообще в целом к труду, потому что все-таки ухаживать за животным это всегда сопряжено не просто как бы красиво, как на картинке, но это большой труд. И это все-таки в воспитательном процессе, я думаю, важную роль играет. Были интересные казусы, да, чего уж греха таить. В прошлом сезоне одна из лошадей убежала в город. Как это получилось? Вот, и при этом же это событие очень привлекло международные СМИ, которые опубликовали. Да. И Уфимский ипподром именно прославился в этом плане. Да. Действительно, такой казус имел место быть. Но что поделать, здесь все это, знаете, действительно сопряжено с определенными рисками, как для участников, так и для лошадей. Ситуации бывают разные. Всегда у нас находится и машина скорой помощи, карета скорой помощи, и машина МЧС. Мы понимаем, что все возможно, всегда готовы. Но вот, да, и такие технические накладки, к сожалению, имеют. Слава богу, все обошлось, лошадка вернулась, все хорошо. Ну, приняли для себя, естественно, сделали определенные выводы, и, конечно, впредь такого, наверное, думаю, не будет. Но работа с животными действительно бывает полна сюрпризов, потому что именно ко второму этапу, ко вторым соревнованиям Терра Башкирия ипподром Акбузат приобрел именно своих башкирских лошадей, Да. лошадей башкирской породы, и именно они тоже показали свой строптивый характер, да, удалось обновить, и при этом удалось их еще и немного приручить. Насколько это было сложно? Ну, это все-таки тренировочный процесс. У нас есть специалисты, которые это умеют делать. У нас есть определенные методики, по которым они работают. Я думаю, что, в принципе, мы показали, и тренировочный процесс у нас не приостанавливался, там, несмотря на то, что какие-то там ремонтные работы проводятся. Мы ежедневно тренинг лошадей ведется, как башкирской породы, так и других пород, да, которые есть у нас на сегодняшний день на ипподроме. Поэтому, в принципе, для того, чтобы исключить всякие спорные моменты, мы, естественно, сделали это в первую очередь именно для этого, для того, чтобы все-таки определить сильнейшего жокея, да, любителя, и чтобы все это было по-честному, по-спортивному. Спасибо большое, Дамир Русланович, что пришли сегодня к нам и рассказали о предстоящем турнире. Мы надеемся, что действительно там будет очень много интересного. Мы узнаем еще больше о башкирских лошадях и узнаем, что у нас появятся свои жокеи, что, наверное, тоже немаловажно. Важно, конечно. Да. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили о развитии конного спорта в Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.